Я служил в спецназе. Знаешь серебряных сёгунов? Оружие еще в начале 2020-х, во время корпоративной войны, как Кажется, мы не поладим, да? Арасакой и Милитехом. Миллионы людей, зверей и растений погибли за считанные минуты. Ты что, из кочевников? Я мог бы догадаться. На окраине Корейского полуострова или его прибрежным водам. Починю машину и исчезну. Мне тут ловить нечего. Суперкомпьютеры продолжают работать Твоя правда, нечего. гидроэлектростанции. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Где лагерь твоего клана? Агрессивными. Корпорация Арасака. У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь один. Сотрудники которых Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась. Поэтому я и еду в Найт-Сити. правительство поданий в Значит, ты изгой даже среди изгоев. ведущих нелегальных Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда. севера карабинеров и 4 грабителей. В руинах города, скрытого в Адриатическом море, Я слышал, это место славится гостеприимством. Приятно было в этом убедиться. Мы очень гостеприимны, при условии, что гость умеет себя вести. нелегальных раскопок в Венеции на данный момент Я по дороге видел передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. к 2080 году станет первым государством, которое полностью автоматизирует свою армию. Уже сейчас 90% швейцарских войск – киборги, дроны и автоматизированный Я транспорт. с кем разговариваю? 10% офицерский состав. Я же сказал, мне проблемы не нужны. Ну так и езжай отсюда, если не хочешь их найти. Я гонял фуры для Савойла. Паршивая работа. Они зато вроде платят прилично.
Привет. Прием! Прием! А, вот. Наконец-то. Вилли Маккой. Рад тебя слышать. А, не могу разделить твои радости. Мне нужна твоя помощь. Последний раз. А, опять последний раз. Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром, а тут никакой связи. Окей. Скажи мне, ты вовремя приехал на место встречи? У меня сцепление накрылось. Я и до сюда-то чудом доехал. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. Такс. Ладно, только это в последний раз. Как его звали? Джеки Уэллс. Да, есть сообщение. Он ждет тебя на ферме. Отправляю его координаты. Спасибо, Вилли, я у тебя в долгу. Это точно. Смотри, не получи пулю. И не звони больше. Наконец-то. Я уж думал фермером заделаться. Ха. Надеюсь, ты меня ищешь? Это ты, Уэллс? Джеки. Я Ви. Тебе, кажется, надо перевести какой-то груз? Там, откуда я родом, сначала рассказывают о себе, а потом говорят о деле. Традиция. Или вежливость. Ну ладно, тогда начнем с тебя. Я родился в Найт-Сити. За Хейвуд всех порву. Мне это ни о чем не говорит. Я не был в Найт-Сити. Представь себе место, где каждый твой брат, сестра или хотя бы двоюродный племянник. Да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семья. Ага, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Тогда, можно сказать, я тоже вроде как из Хейвуда. Ну что, тогда мы с тобой поладим. Наш товар. А что внутри? Меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому лично я понятия не имею. Ты правда не знаешь, что мы везем? Это же краденый груз корпоратов. Прямо сразу и краденый. Один мужик потерял, другой нашел. И передал дальше, вот и все. Этот
Эффект бабочки, или как там его? И ты уверен, что груз не будут искать? Вопрос не в том, будут ли искать, а в том, найдут ли до того, как он пересечет границу. Ну, давай загружать. Ауэво. Я уж думал, ты не приедешь. Да, меня задержали. А потом пришлось еще тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Местный шериф, похоже, редкостно мудила. Да уж. Тяжелый, сука. Ну так что, едем? А документы на этот ящик есть? Конечно, есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Просто решил уточнить. Слушай, друг, мы оба профессионалы. Скажи-ка, ты же раньше перевозил контрабанду? А ты что, нервничаешь? Я? Por favor. Ну, может, немного. Мы почти у заставы. Что делаем? Ничего. Нас просканируют и проверят бумаги. Окей. Говорить буду я. Направьте машину на контрольную полосу. Оставайтесь в машине. Сейчас начнется проверка безопасности. Зараза, чувствую какую-то подставу. Дай мне документы, они точно их попросят. Держи. Посмотрим. Тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границы. Так они знают про контрабанду? Нет, но сейчас узнают. Владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. Чингада мадре. Что теперь? Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? А, да. Из головы вылетело. Ага, вылетело, конечно. Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Окей. Если есть оружие, положите его сюда. Зайдите в комнату номер 2. Садитесь. Бумаги. Все в порядке? Может быть. Посмотрим. Что перевозите? Там все есть.
Прямо все? Вот, еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? У меня нет клана. Я работаю на себя. Смело и не слишком умно. Честное слово, смотрю я на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Понимаю. Взаимно. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Не забудьте забрать свои личные вещи. Осторожней с этой штукой. И добро пожаловать в Найт-Сити. Этим мелким говнюкам кажется, что Найт-Сити это рай какой-то. Ну а как иначе? Они Ну как все прошло? Мозгов у них в голове. Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял, ладно. Ну говори уже, чего там у вас было? Да таможенник, козел, прицепился. А не должен был? Но не до такой степени. Думаешь, будут неприятности? Рули, Джеки, просто рули. Сюда кто-то едет. Как мне все это не нравится. Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки! Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. Повторяю, остановите машину. Блять! Тинга, Тинга! Полный газ! Мы их скинем! Тинга на Суматре! Давай, вперед! Вот пиндехос упертый! Ви! Не рискуй! Мерда! Пронесло. Мы оторвались! У меня и так-то нервы ни к черту. Жми дальше. Рано выдыхать. Тут вроде все заброшено. Остановимся, разберемся кое с чем. Потом поедем дальше. Твою ж мать. Hotel Тингада Мадре! Чуть за жопу не взяли! Перевезли груз, называется! Чингадо! Все должно было пройти гладко! Без проблем!
Да что ты завелся? Всякое случается, хватит! То есть у тебя такое не в первый раз? Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везем их товар. То есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет? Без последствий? Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Что дальше? Алло? Ну что, границу мы пересекли. Заплати мне и пойдем каждой своей дорогой. Честно скажу, я без гроша. Заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом уж раздам долги. А, я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Но передумал. Ты меня развел. Ну да. Прости, что так грубо нарушил кодекс чести контрабандистов. Ну, и что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Открывай. Твою мать! Тут написано Арасака. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Ну, мамать! Игуана! С малых антильских, наверное. С каких еще антильских? Передачу видел. Этот вид вымер 30 лет назад. Он водился на малых антильских островах. Далеко же тебя увезли, хвостатая моя. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Но хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже имя придумал. Мэнни. Да, кстати. Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт-Сити? Да если б я знал. Последние годы я провел в разъездах между штатами со своим кочевым кланом. Так, наверное, они будут тебя ждать? Не будут. Мы решили разбежаться навсегда. Должно быть тяжко, когда не к кому вернуться. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Эх, всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может, и ты свою найдешь в Найт-Сити. Спасибо, будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягоды. Я бы поработал с тобой еще, напарник. Эй! О, какая она ласковая. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя в приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: «Закурить не найдется?» Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Боабо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей лиге люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь, и тем больше шансов поймать пулю.
Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити. На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба.